Абзира шәымаз аделхәаԥшцәа. Ҳара иацаҳҵоит аибашьраантәи архивтә дырраҭарақәа реиҭарбара. Иҳәатәуп Аԥсны аибашьра анцоз иҟаҵәҟьаз аҭагылазаашьа иазкны адунеи ауаажәларра ирдыруаз даара ишмаҷыз. Аха ицәырҵуан убас еиԥш ажурналистцәа аиаша иашьҭаз, аԥынгылақәа шырацәазгьы аибашьра ахьцоз аҭыԥқәа ирҭааны аҭыхрақәа мҩаԥызгоз. Уажәы зыӡбахә ҳамоу ажурналистцәа Урыстәылатәи ателехәаԥшра аефир ала ирышьҭхьан Абхазгьы излом захьӡыз дара еиҿыркааз адырраҭара. Ари аҭыхратә гәыԥ аибашьраан Гәымсҭатәи ахырхарҭақәа рахь имҩаԥигон аԥсуа телехәаԥшра ахыҵхырҭаҿы игылаз аибашьра иалагаанӡа ателерадио лахәыра хантәаҩыс иамаз ашәҟәыҩҩы ажурналист Шамиль Ԥлиа. Иазгәаҭатәуп иара журналистки ҳасабала илшаз шырацәоу аибашьра аамҭазы. Занааҭ бзиаӡаны издыруаз ҟазара здыра ҳаракоу, журналист ишицәеиуа еиԥш, ашықәс ҿыц алагамҭазы Аԥсны зшьапы налазыргылаз Петербургтәи ателерадиокомпаниа арҿиаратә еидҵа вертикаль аҭыхыҩцәа ргәыԥ Гәымсҭа аганахьала ахырӷәӷәарҭақәа аанызкыло ҳаруаа рышҟа рхы адырхеит. Акыс урҭ иаҳхысыз ԥшьыни жәаҩатәи ашықәс аихшьаалақәа рҟны аҭоурых ҭыԥ ду аанызкылаз Гагратәи аибашьра, уи ахҭыс дуқәа ирхыԥхьаӡалоу аԥсуа аибашьыҩцәа рфырхаҵара адунеи иазырдырыз Гагратәи ажәылара, аӡбахә ибзианы издыруаз иаан уи алегендартә фырхаҵара иазкыз афильм ҭыхны Урыстәылеи Европеи рыжәларқәа иӡырбахьаз хымԥада ирҭахын иахьа аҭагылазаашьа зеиԥшроу агәаҭара аҩадатәи ахырӷәӷәарҭахь игылоу ҳаруаа ргәалаҟазаара зеиԥшроу аилкаара. Ас ианыҟоу ар иреиуоу мҩаԥгаҩыкгьы дҳацзар цәгьаӡамызт, аха уи аҩыза анасыԥ ҳара иҳацымызт агарнизон анапхгара сара исықәгәыӷзар акәхап акыс тапанчала сиқәшәан, ажәакала амашьына аԥсҟы аанкыланы Елена Алексееви, Валерии Громовеи, Игор Шмуракови ҳаашьҭыбжьхан амҩа ҳақәлеит ишраҟа. Цас ауашәа ҳзызҵааша ҳәа амҩақәа аӡәгьы дырныршәыламызт, арахь ҳҩскьацԥхьаӡа Аҟәа азааигәахара ҳаҿын. Абар ҳаԥхьа иаацәырҵуеит ааигәаӡа лассы-лассы ҳазҭаалоз аԥсшьарҭа ҩны Мимозова ироща, ҳарӷьарахьала иаацәырҵуеит аԥсшьарҭа пансионат Гәымсҭа, улаваҵәир адунеи еицырдыруаз аспорт база, аха арҭқәа иаабац рыхаара рыԥшӡара абаҟоу игылоуп ицәбылӡа абзырбзан хҭыԥқәа идырганы. Иаарылсны ақәылаҩцәа шәрызназгап, сгәы иаанагоит урҭ шәрысҭар шәыхә ҳаракын иршьап ҳәа. Знык уаанӡа ҳнага, нас иаабап ҳауазыхә ҳаракын иршьуа ҳәа алафҳәуа ҳнеиуан. Акыс арҭ роуп акыр шықәсақәа инеиԥынкыланы Ленинград инхо аусгьы зуа Иури Гери ибзоурала ҳанеибадыр ашықәс ашьҭахь аибашьра алагамҭаз иааны Аԥсны ииун хымш ҳәа ателефильм аԥҵаны ақырҭқәа Аԥсны ақәлара иабашьырц ргәы ишҭоу адунеиаҿы ирылазҳәаз. Аха усҟан ҳара ҳлашәын ҳдагәан иаҳзаҟаҵомызт. Ҳчеиџьыка иааӡахьаз иуаауп ҳәа иаҳԥхьаӡуаз абраанӡа игыгшәыгқәоуп ҳәа ибнатә ԥсԥхоуп ҳәа. Абас ажәакала аԥхӡы шсықәнаҭәуазгьы алаф еибыҳәуа ҳашнеиуаз Гәымсҭа ацҳа ҳанхықәгылеит. Ахәаҽыга змамыз машьына абжьыха ҭҟьагаха. Ҵаҟа иҟәыбаса иеилажьыз аресторан иаавҵыз абарҭ ҳаҳәшьцәа хәыҷқәа ҳаӡӷабцәа арҵәаа-сырҵәаа ҳәа еибарҳәеит шьҭахьҟа-шьҭахьҟа ҳәа аԥырԥырҳәа рнапқәа ҟьо. Ԥыҭк шьҭахьҟа снеихеит, ҳааҭыҵит. Ирызкылсыз рзымдыруа ишанханы аӡнырцә иҟықәтәоз агыгшәыгқәа
شخص في فرحنا يشفنا أو واحد خسر يلا كان حروا همشنا يحرجة در رشقة حلار جوز سرس فرقون درس نربا لارحس فنس سرخاطر السجن أرزوي زردانيا إذا في يري سخرلات بس. По профессии медсестры или врачи, да? Медсестры. Я медсестра. Только вот не дали мне закончить медучилище. Мне еще оставался 1 год, чтобы я закончила и взяла диплом. Получилось, не дали. Как же вам лет? 19. А вам? Мне 25. А я как раз училась в Ленинграде. Там закончила и там отрабатывала. Да. Девочки, не страшно? Вы знаете, вот страшно, конечно, как говорится в пословице, дурак ничего не боится. Страшно, но что делать надо, приходится. Здесь наши братья. Честно Здесь наши говоря. братья погибают. Если не мы с ними будем стоять, то кто с ними будет стоять? Тем более, видите, это война несправедлива. Не мы эту войну завязывали. Нам не нужна эта война, в принципе. Вы, как вы знаете, вот абхазский народ — это миролюбивый народ. Вот вы даже, наверное, бывали у нас здесь. Это такие красивые места. За эти места почти с испокон веков войны идут, но абхазский народ никто не сумел еще покорить. Его и никто и не покорит. В 100 метрах от нас грузинские позиции. Как вы здесь живете? Как воюете? Командир, расскажи. Живем по-соседски. Мы их приветствуем по утрам, они нас стреляют, мы стреляем. Так что добрососедские такие хорошие отношения. И как долго еще думаешь, будут такие добрососедские отношения продолжаться? Ну, наше дело маленькое. Прикажут, мы готовы хоть сегодня. В гости. Не в гости, а как хозяева уже на нашу землю. Сам не военный, и в армии не служу. По профессии учитель. Вот мои ученики сидят здесь. Так что... Ученики? Да, В полном смысле слова или так? да, в полном смысле. Которые в школе учились? Да. И не боитесь, что вот это чувство мести останется надолго? И в женщине чувство мести — это, наверное, самое страшное, потому что, родив-то своих сыновей, вы уже и в них как бы поселите вот это чувство мести или нет? Да нет, я не боюсь, потому что, сука, уже 4 месяца здесь нахожусь, я даже ни разу не стреляла. У меня такого желания нет, я думаю, что не будет. И, конечно, постараюсь, если будут дети, то люди всегда есть. И скажут, что этот народ плохой, другой лучше, это нет. Это неправда. Грузины тоже с нами воюют. Не только против нас, и с нами тоже есть. Да. И это тоже нельзя забывать. Ну, как мы сказали, мы же воюем не с мирным народом. Мы воюем вот с кем? Вот с теми, вот с той швалью. Можно так их назвать, с той швалью, которая завязала эту войну, которая обманула весь народ, которая посеяла раздор между двумя нациями. Мило им даю. Они говорят, мы Афон идем, там вода теплая, будем купаться. Мило им даю. Вот кран мило даю. И вот так обмен идет, вы понимаете? А вам, женщине, не страшно, что вы, когда несете что-то, вас ведь могут убить, там стреляют? Стрельба – это судьба человека. И землетрясение, ураган, смерть – это от Бога. Наш секрет, конечно, через секунду, через час, что с нами будет. Скажите, пожалуйста, откуда вы? Мы с Кабарды. Вы давно здесь воюете? Да уже месяца 4, наверное. То есть вы фактически с первых дней войны здесь? Да. Вы по профессии военные или мирные люди? Вот Да, чем вы Я занимались? моряком 10 лет моря проходил, вот приехал здесь, пришлось вот так, сложилось так, что пришлось все на второй план отложить, прийти воевать. А вы кто были? Я русский, родился в Абхазии, работал на море. Вот так вот, родину защищаю. На вашем берете вот такая милая надпись «Сеня». Откуда она появилась и почему? Это моего друга невеста в Нальчике вышла и прислала сюда. И берет, и А своей невесты нет? пока нет. Но должна быть. Да, обязательно.
После... Сеню. После войны Сеню надо женить сразу. Почему надо? Ну, человек должен быть, в конце концов, семейным когда-то. Не постоянно же здесь воевать. Надеемся, и справедливость какая-нибудь восторжествует здесь. А у вас семьи есть? Есть семьи, воюют с нами. Почему? Есть. Жены воюют? Да. А Вот что? здесь прямо? Да. Ведь сестры у нас воюют, женщины. И будут до капли крови воевать. Почему? За справедливость же все воюем. Они сами сюда приехали или вы их сюда привезли? Сами приехали. И не жалко? Ну ладно, вы мужчины, у вас, что называется, судьба такая, защищать свою землю, а женщин? А что, это не их земля. Все. А кто будет детей рожать, если женщины все будут воевать, а на войне иногда убивают? Тоже здесь. И дочка здесь. Да. Семейный подряд. Да, надо в наказание всем остальным, да, у которых есть такие же планы за пазухой носят, они вот этот холодный камень, да, кого бы хлопнуть. Вот надо на место, в первую очередь, такие маленькие народы, да, защищать, и потом, чтобы им неповадно было остальным. Что никто никогда не мог победить народ, который справедливую войну ведет. Мы, приезжая сюда, понимаем, что мы могли бы сделать много больше. Могли бы больше помочь, могли бы больше защитить, могли бы больше не дать другим напасть. Вот вы сегодня, русские, здесь, как себя чувствуете при всей этой ситуации? Я себя чувствую не лучшим образом, с одной стороны, потому что скорбит вся Абхазия, скорбит весь Кавказ, скорбит вся Россия. Почему? Потому что абхазские парни, русские парни, кабардинские парни гибнут здесь за торжество справедливости, за торжество гуманизма. Не мы напали, а на нас напали. Не мы являемся, в общем-то, истребителями детей, а наших детей, наших братьев, наших жен избивают, грабят и сжигают. Поэтому здесь и погибают, и сражаются русские ребята. Нас в Абхазии немало, около 20%. И среди погребенных здесь и мои близкие друзья. Владимир Ансупов. Моя мать скончалась в оккупированном Сухуми. Я не смог попасть на ее похороны. Там находится и мой отец, мои друзья, мои родственники. Я надеюсь, что в самое ближайшее время мы отпразднуем парад Победы в нашем родном городе Сухуми. И мы будем вечно помнить о том, что произошло и в Ткварчеле. У каждого народа есть своя хатынь, свой Бухенвальд. Для Абхазии Бухенвальд – это лата, когда 30 младенцев, детей, подростков сожгли оккупанты. Когда 8 беременных женщин были уничтожены ими. После этого слышать циничные заявления о том, что это сама российская армия сбила, сами абхазские части подбили, или вообще само все это получилось, представляется крайне цинично. Информация, которая у нас есть, она доказывает, что вертолет был сбит. Упал именно в результате огневого воздействия. У нас была, к счастью, запись радиообмена командного пункта полка Гудауты авиационного с экипажами в воздухе. И эту запись мы продублировали и также вручили грузинской стороне. Ребята, скажите, как вы попали в плен, когда? Мы в районе Кочари, мы были там на
позиции были. Когда ты попал в плен? 29 ноября. 28 ноября. 28 тоже. 28 ноября. Что говорили командиры, когда отправляли вас на фронт? За что идете воевать, ребята? Ну, защищать там население, грузинское население там. От кого защищать? Абхазы нападали на грузинское население? Не знаю, так говорили нам, что защищаться и стоять, ну, там, охранять там мирное население. Вы видели кого-нибудь, чтобы вот грузинские семьи, те люди, которые живут на территории Абхазии, пострадали от абхазов, и их действительно пришлось бы защищать? Ну, это лично я не видел, ну, знаю. С каким настроением пошли на войну? Скажите мне, ребята, вот вы все молодые парни. С каким настроением вы пошли на войну? Что пошли защищать? Что завоевывать? Объясните мне вот это. Сказали нам там, сказали, что вы пойдете в Чанчуру, и там будете пикетировать это население и защищать их. Но когда мы приезжали там в Чанчуру, всего были там 2 недели. А потом сказали нам, что будете выходить там, в Кочаре. Ну, а потом задержали нас. Вот. Как с вами обращаются в плену? Ну, в плену хорошо обращаются, ну, кормят. Никто не обижает нас, никто не мучает. Издеваются, не бьют? Не, какой, баню ведет, там все нормально.